Времена и войны. Ни одна другая армия не вела войн на таком пространстве. Их империя простиралась от Персидского залива до Средиземного моря. Они разграбили великий город Вавилон и увели в плен жителей Израиля. Даже египетский фараон платил им дань. У них была самая большая армия, самые лучшие воины, самые жестокие методы войны. Ассирийцы – мастера войны. В сентябре 655 года до нашей эры ассирийская армия выступила в поход со своей базы в Южном Ираке. Ее целью был Элам, царство у Персидского залива. Эламиты смело вышли из своего города, пересекли реку, отделявшую их от врагов, и готовились к битве. На рассвете показались первые ассирийцы. Подобно грозовой туче, собирались тысячи людей и коней. Прозвучал сигнал атаки, и понеслись колесницы. К концу дня воды реки покраснели от крови животных и людей, от крови эламитов. В час своего торжества ассирийцы были надменны и жестоки. Я резал их, как ягнят. Я лишал их жизни так же, как иной режет веревку. Я заливал землю содержимым их внутренностей так обильно, как растекается вода после ливня. Мои вздыбленные кони преодолевали потоки крови и грязи. Телами их воинов земля была покрыта словно травой. Среди погибших был эламский царь. Теуман, царь Эламский, бежал ради спасения своей жизни и спрятался в лесу. Его колесница сломалась и опрокинулась на него. В отчаянии царь сказал сыну: «Возьми свой лук». Сын Теумана пытался спасти отца, но бесполезно. Царь был пойман и обезглавлен. Этот трофей доставили ассирийскому царю, который хлестнул голову и плюнул на нее. Голову повесили на дерево на всеобщее обозрение, пока шел пир в честь ассирийской победы. Другим сторонникам Теумана пришлось не легче. Одних заставили перемалывать кости своих мертвецов, с других заживо содрали кожу. Когда ассирийский царь вернулся в Ниневию, ремесленники обессмертили триумф его военной машины. Изображения в многочисленных комнатах его просторного дворца прославляли эту резню. Людей сажали на кол, вырывали глаза, отрезали головы. Любому послу из самой отдаленной страны были понятны изображения на этих стенах.
Великая ассирийская армия имела древнее происхождение. Маленькая страна Ассирия прилегала к священному городу Ашуру, от которого и получила название. Расположенная в дождливом поясе на территории, позднее названной Северным Ираком, Ассирия выросла на плодородных берегах реки Тигр. Ассирийское царство процветало. Но эти равнины, столь пригодные для земледелия, манили немало грабителей. Держа в одной руке лемех, ассирийский крестьянин в другой держал меч. Примерно за 1000 лет до нашей эры Ассирия, бывшая вассалом многих царей, устала от чужеземного владычества. Как представитель богов на земле, ассирийский царь повелел начать войну. Ашур, отец богов, дал мне право уничтожать и возрождать. Он позволил мне расширить границы страны Ассирии. Ассирия стала расширять свою территорию, но менялось время года, и империя вновь усыхала. С наступлением осени, когда воины возвращались к своим полям, порабощенные народы восставали. В 745 году до нашей эры на трон взошел новый царь, который изменил историю. Теглат-Паласар III поклялся навеки сделать Ассирию могучей с помощью регулярной армии. Вдохновляемые перспективой военной карьеры, тысячи молодых людей вступали в армию. Теглат-Паласар предоставил воинам все, что требовалось, начиная с вооружения. Они имели все необходимое, чтобы жить в лагере, чтобы ухаживать за лошадьми, мулами и колесницами. Они получали боевое снаряжение и добычу в бою. Железо составляло основу вооружения. Каждый солдат получал конический железный шлем, крепкий нагрудник из сцепленных бронзовых полос, прочные кожаные сапоги. Самые высокорослые становились копьеносцами. Копья имели железный наконечник. Когда вражеские армии сталкивались, из ножен извлекался меч. Другие солдаты были лучниками. Третьи вообще не имели оружия. Их задачей была защита других воинов. Они прикрывали лучников щитами длиной более метра, сделанными из толстой кожи. Щиты были отделаны бронзой или плетениями. На празднике Нового года царь осматривал свою армию, чтобы убедиться в ее готовности к бою. Накормленные, одетые, вооруженные за счет царя, ассирийские воины составили самую профессиональную, невиданную прежде армию. При хорошем вооружении ассирийцы стремились к большему. Им были нужны кони для колесниц, железо для оружия, лес для осадных машин. Чтобы получить эти орудия войны, ассирийцы устремлялись все дальше и дальше и возвращались с богатой добычей. Золото, серебро, олово, медь, льняные одежды с красочной отделкой, большие и малые обезьяны, слоновая кость, черное дерево. Эту дань они приносили ко мне и обнимали мои ноги. Сидя на троне в Ниневии, царь знал, где соблюдается мир, а где его нарушают. Вестники подавали сигналы огнем со сторожевых башен или передавали послания на глиняных табличках.
В 701 году до нашей эры ассирийский царь Сенахериб получил тревожное известие из своей провинции Иудеи. Местный царь отказался платить дань. Сенахериб был взбешен. Он собрал армию, десятки тысяч воинов. Затем армию пополнили войска из зависимых государств. Соберите своих префектов и тотчас соберите коней и свои конницы. Кто опоздает, тот будет убит посреди своего дома. Перед выступлением армии жрецы приносили в жертву быков и козлов. Войско молилось Иштар, богине войны. О, Иштар, владычица среди богов, разорви его в битве, как пучок соломы. Подними на него бурю, страшный ветер. С самого начала у ассирийцев было преимущество, отсутствующее у противника – мобильность. Ассирийцы передвигались по хорошим дорогам, созданным военнопленными. На равнине войска могли проходить до 40 километров в день. Царь ехал впереди войска среди конницы и колесниц. За ними шла пехота. Следом избивался длинный обоз, в котором прямо в движении ремесленники изготовляли оружие. В преодолении естественных препятствий, особенно рек, ассирийцы достигли новых высот. Колесницы перевозились на больших лодках. За ними плыли лошади. Пехота переплывала на надувных мехах, привязав щиты и оружие к спине. Такое войско не могло жить вдали от своей территории. Тогда царь создал огромные амбары по всей империи. Войско могло удаляться на 500 километров от баз снабжения. Теперь ассирийский царь мог все дальше и дальше распространять свое могущество. Без налаженного снабжения невозможно было прокормить стада коней, игравших столь важную роль в ассирийской армии, самым опасным оружием которой были колесницы. Вслед за египтянами ассирийцы улучшили неуклюжие четырехколесные повозки вавилонян. Сосредотачивая свои двухосные колесницы в виде ударной силы, они разламывали строй противника, поливая его стрелами и копьями. В этот хаос врывалась стоявшая на флангах конница. Кто бежал, того настигала конница. Кто оставался, того уничтожали лучники и копейщики. Но ассирийцы избегали убивать лошадей. Кони были столь важны для армии, что царь назначал специальных чиновников, наблюдавших за подбором лошадей, которых получали в основном из Северного Ирана. Обеспечив себя лошадьми, ассирийцы получили новое оружие, не менее опасное, чем колесницы – всадников. Сначала это был упрощенный вариант колесницы. 2 человека на 2 конях. Один правил и держал щит, второй использовал лук. Скоро конный воин стал действовать самостоятельно. Подвижность была помножена на скорость и огневую мощь. Иудейский царь Езекия не рискнул вступить в сражение с таким врагом. Он отступил в свою столицу, Иерусалим. По всей Иудее его подданные стекались в города,
чьи узкие улицы были защищены высокими стенами в 7 метров толщиной. Чтобы выдержать неизбежную осаду, Езекия прорыл подземный канал для снабжения Иерусалима водой. Куда ассирийцы не могли направить армию, туда посылали страх. К стенам Иерусалима подступил высокий ассирийский чиновник. Он не обратился к царю и иудейским военачальникам на языке дипломатии, а говорил защитникам в укреплениях на их родном языке. Я обращаюсь к людям на стенах. Вам придется есть свой кал и пить свою мочу. Езекия не защитит вас. Пусть он не уговаривает вас надеяться на Бога. Император Ассирии повелевает вам сдаться. Когда он произносил эту угрозу, обещанная судьба уже постигла Лахиш, город, расположенный в 50 километрах к югу. Стоявший по обе стороны дороги в Египет, город Лахиш был столь же силен, сколь и богат. Защищенные крутыми утесами и высокими стенами, защитники Лахиша были уверены в своей безопасности. Столь же уверенные ассирийцы устроили лагерь вблизи укреплений Лахиша и стали готовить осадные машины. Деревянные стенки машин защищали солдат, которые раскачивали железный таран внутри. Тараном били по слабейшим точкам городских стен. Слабой точкой Лахиша были ворота. Чтобы к ним приблизиться, ассирийцы соорудили земляные валы, покрытые бревнами. По ним медленно ползли осадные машины. Сенахериб так расставил свои войска. Сзади всех легко вооруженные пращники, потом лучники, прикрытые высокими щитами. Впереди копьеносцы. Все обстреливали крепостные стены. Войско продвигалось вперед, прикрытое осадными машинами. Машины были беззащитны против огненосных стрел, а их покрывали кожаные щиты. Солдаты с огромными ковшами немедленно заливали возникавший огонь. Внизу саперы с помощью железных и бронзовых орудий вели подкопы под стены. Вверху солдаты устанавливали лестницы. Ни одна армия не владела столь совершенным искусством осады. Против такого натиска нельзя было устоять. Когда, наконец, стены были проломлены, в город ворвались ассирийцы. Их защищала Иштар, богиня войны. Пусть не бледнеет твое лицо, пусть не устанет твоя стопа, пусть силы не покинут тебя в разгар сражения. Иштар говорила правду. Резня была неописуемая.
Главарей восставших посадили на кол вокруг города. Их измученные тела служили предупреждением другим, все еще сопротивлявшимся иудеям. Царь Сенахерип наградил воинов причитавшейся им долей колчанов, мечей, луков, сбруи и кубков. Не всем довелось изведать вкус победы. 1500 ассирийцев, забытых Иштар, легли под Лахишем в общую могилу. Тем временем Сенахерип списывал потери и подсчитывал добычу. 200 тысяч человек, взрослых и детей, мужчин и женщин, лошади, мулы, верблюды, ослы, коровы и овцы без счета. В Иудее, как и везде, ассирийцы стремились окончательно сломить дух побежденных. Они снимали с места сотни тысяч новых подданных и уводили их в рабство, в Ассирию. Согласно Библии, в 721 году до нашей эры, таким образом были переселены 30 тысяч жителей Самарии, пропавшее поколение Израиля. Что же до Иезекии, иудея, не подчинившегося моему ярму, то 46 крупных городов, а также соседние с ними малые города без счета, я захватил, разрушив стены таранами и осадными машинами. За 50 лет после подчинения Иудеи Ассирия еще больше расширила свои границы. В 675 году до нашей эры ассирийские воины продвинулись еще на 1500 километров и захватили Египет. Ассирия достигла вершины своего могущества. В ее городах, населенных торговцами, ремесленниками, художниками, учеными, цивилизация процветала как никогда прежде. Но ассирийцы взорвались. Их империя протянулась на весь Средний Восток. Вместо того, чтобы править своими подданными, Ассирия сеяла террор. В покоренных народах зрело недовольство. Они ждали своего часа. В 612 году до нашей эры самые крупные враги Ассирии объединились и пошли на Ниневию. Великий город был разграблен, тысячелетнее общество распалось, империя исчезла. Ассирия вполне заслуженно вынесет еще одно унижение. Пусть эпитафией ей прозвучат слова пострадавшего от нее пророка Наума. Все, услышавшие весть о тебе, будут рукоплескать о тебе. Ибо на кого не простиралась беспрестанная злоба твоя. Режиссер, автор и продюсер Фил Грабски. Производство Seventh Art Productions, 1994 год.